Это программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Охота во все времена была жизненно необходимым промыслом для жителей Крайнего Севера. И на современном этапе она остается важной частью образа жизни людей. Сегодня мы поговорим подробнее об охотничьих ресурсах и правилах охоты в республике. Гость в нашей студии – Дилустан Дьяконов, руководитель департамента охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Министерства экологии республики. Дилустан Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде всего, какая работа ведется в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов у нас в республике? Наше Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства исполняет переданные федеральные полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Такие полномочия, как учет численности охотничьих ресурсов, установление лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов, выдача разрешений, охотничьих билетов, заключение хозяйственных соглашений. Вкратце так. Вы упомянули учет численности. В каком состоянии находится численность охотничьих ресурсов в нашей республике и как это влияет на лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов? Мы ежегодно проводим зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов. Как показывают последние тенденции, идет к увеличению численности охотничьих ресурсов. Например, если года 5 назад было у нас лосей насчитывалось около 80 тысяч, сейчас уже 134 тысячи лося насчитывается. Косули, если около 20 тысяч было, сейчас уже более 50 тысяч, соболя 270 тысяч. То есть проведена планомерная работа по улучшению качества проведения зимнего маршрутного учета. Раньше, если у нас были очень много браковки, первичных документов. Сейчас, благодаря методической работе министерства, мы работаем и с охотпользователями, и госинспекторами на местах, которые проводят учетные работы, чтобы они не допускали ошибок. И в связи с этим и проводили учетные работы в удаленных местах, где у нас сконцентрирована наибольшая численность охотничьих ресурсов. Благодаря этому у нас идет увеличение численности, соответственно, и увеличиваются лимиты и квоты. Если года 3-4 назад было 2000 на лося, сейчас у нас более 4000 выдается разрешение на добычу лося по всей территории республики. И вы также упомянули о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Как с этим обстоят дела сегодня? Мы, помните, года 4-5 назад были очереди. Стихийные очереди создавали сами охотники, они заранее записывались, ввели журнал, за месяц до открытия, за 2 месяца даже до открытия сезона охоты они начинали списки формировать, и стихийные очереди у нас были. Мы привлекали даже сотрудников Росгвардии, чтобы был порядок. Но потом мы внесли изменения в законодательство, в статью 11 нашего закона республики об охоте, согласно которому мы сейчас уже распределяем разрешение жеребьевкой. Это 35% у нас общереспубликанская жеребьевка, 35% сами местные охотники в районах проводят жеребьевки среди своих охотников, и 30% у нас распределяется среди участников биотехнических мероприятий, которые приняли участие в регулировании крупных хищников и которые участвовали в лесных пожарах. И к слову о регулировании лесных хищников, какая работа проводится в этой части и какие при этом имеются меры поддержки и стимулирования? Безусловно, очень большую проблему составляют именно крупные хищники для нас. Наносится очень большой ущерб для народного хозяйства. Например, ежегодно травежу подвергается более 4000 оленей и 200 лошадей. А то, что ущерб наносится охотничьим ресурсам, это поддается никакому учету, но экспертным данным около 700 миллионов. Поэтому правительство принимается все меры по поддержке, стимулированию охотников-волчатников. Для этого было внесено изменение в постановление нашего правительства, согласно которому мы сейчас уже стимулируем выдачей субсидий 30 тысяч за каждого добыта волка взрослого и 10 тысяч на щенка волка. Кроме этого, финансируется создание специализированных бригад, 24 бригады у нас, и мобильные бригады, 4 бригады, тоже финансируются за счет государства. Кроме того, как я уже сказал, 30% у нас разрешений распределяется в льготном порядке. Это для тех, которые участвовали в биотехнических мероприятиях и как раз регулирование численности волка, И они в льготном порядке получают разрешение на добычу копытных охотничьих ресурсов. И возвращаясь к теме разрешений, сейчас у нас век
новых технологий. И вот какая работа ведется в части цифровизации выдачи разрешений? Но у нас все услуги уже переведены в электронный вариант. Мы через портал Е-Якутия, да, выдаем уже разрешение на все виды охотничьих ресурсов, да, и в том числе на нелимитируемые и лимитируемые виды. То есть на уток, на зайца тоже через портал госуслуг мы уже выдаем. И во всех районах республики также эта функция имеется. И около 50 разрешений, тысяч разрешений мы выдали в этом сезоне. Кроме того, совместно с Министерством инноваций у нас сейчас идет работа. Якутия вошла в пилотный проект по созданию вот электронной разрешения, не бумажного, а электронного. Да? И в ближайшем будущем мы внедрим это с нашими коллегами, и уже разрешения будут выдаваться не только в бумажном виде, но и электронно. И это будет осуществляться через этот портал государственных услуг. И можете чуть более подробно рассказать о жеребьевке? Что это такое, кто в нем может участвовать? Ну, жеребьевки у нас, вот как я сказал, 35% общереспубликанская жеребьевка. Заявки заранее подаются, формируется реестр охотников, желающих участвовать в этой жеребьевке. В этом году у нас участвовало более 24 тысяч заявок на распределение 2400 разрешений. Это первая жеребьевка мы провели еще летом. Да? Потом повторную еще жеребьевку провели, там участвовало уже 18 тысяч заявок и получили разрешение более 800 охотников. Какие изменения у нас вносятся в законы об охоте сегодня в республике? Ну, я как говорил, мы постоянно совершенствуем законодательство, в том числе и наш закон Республики Саха-Якутия об охоте. В прошлом году мы внесли изменения в части вот, распределения разрешений, в части вот, в льготном порядке сейчас могут получить у нас участники специальной военной операции, которые приняли участие в биотехнических мероприятиях, они в льготном порядке уже могут получить разрешение. Да? Кроме того, мы внесли изменения в части вот, закрепления охотничьих угодий. Сейчас, согласно закону да, об охоте, федеральному закону, охотничьи угодья могут закрепляться только на основании аукциона. Мы в прошлом году закончили территориальную схему размещения и использования охотничьих ресурсов, благодаря которым могли бы сейчас уже через аукцион закреплять охотничьи угодья. Но тут по настоянию простых охотников, которые были против закрепления охотничьих угодий, мы внесли в законодательство изменения. В соответствии с федеральным законодательством 20% территории общедоступных охотничьих угодий должно быть не менее 20%. Да? Мы от субъекта, но в нашем законе мы прописали, что должно быть не менее 30%, и не от субъекта, а от каждому районе не менее 30%, и по решению Совета депутатов, да, местных представительного органа, они могут увеличивать эту площадь общедоступных охотничьих угодий. В связи с этим вот такую проблему сняли на уровне законодательства. Ну и вот вы упомянули, что участники специальной военной операции могут получать разрешение на льготных условиях. А есть ли еще какие-то категории людей, которые могут получать разрешение на льготных условиях или охотиться на льготных условиях? Ну вот, я как говорил, те, которые участвуют в биотехнических мероприятиях, да, и вот участники специальной военной операции, если они примут участие в биотехнических мероприятиях, они могут в льготном порядке. Это благодаря деятельности вот, общественности, да, вот, выложено 27 тонн соли, более 100 тонн этого сена, 25 тонн фуража, зерновых, обустроено более 1000 кормушек. Вот такая работа ведется, да. Кроме того, вы выдали разрешение в льготном порядке еще участникам в тушении лесных пожаров. Охотники принимали участие в тушении лесных пожаров, и более 100 человек получили разрешение в льготном порядке. До этого вы упомянули, что меняются законы, да, по выделению охотничьих угодий частных. И вот какова вообще структура охотничьих угодий у нас в республике? А у нас 380 миллионов га – это общие охотничьи угодья. Они распределяются на общедоступные охотничьи угодья и на закрепленные охотничьи. И, кроме того, есть еще особо охраняемые природные территории. Общедоступные охотничьи угодья составляют где-то 36%, это 112 тысяч миллионов га. И 129 миллионов га – это закрепленные охотничьи угодья, за которыми ведут охотничье хозяйство 334 охотничьего хозяйства. Да? Кроме того, вот, как я сказал, остальные территории – это особо охраняемые природные территории. У нас насчитывается
235 особо охраняемых природных территорий, из них 7 особо охраняемых природных территорий федерального значения, 130 регионального значения и 98 это местного значения. Вот, как я уже говорил, вот 300-304 охотничьих хозяйства ведут охотничью деятельность. Они должны предоставлять услуги охотникам в своих территориях. Они же и проводят биотехнические мероприятия на своих территориях. Они же и ведут учет численности охотничьих ресурсов на своей территории. Ну вот это мы все говорим о том, что разрешено. А теперь немного о том, что запрещено, и, собственно, об ответственности для нарушителей законов и охотящихся без разрешения. Да, вот я как сказал, у нас идет целенаправленная работа, да, по облегчению жизни простых охотников, в том числе по увеличению квоты добычи охотничьих ресурсов. Я же сказал, вот 2 раза мы увеличили квоту добычи, да, соответственно, вот разрешений стало больше, да, соответственно, и нарушений у нас становится меньше. Это очень хороший показатель, потому что сейчас уже все говорят, что охотники 90% все с разрешением ездят на охоту. Раньше такого не было, да, и очень было много количества нарушений в этой части. Сейчас у нас идет тенденция снижения количества выявленных нарушений, потому что народ все-таки понял, что необходимо иметь разрешение, соблюдать правила охоты. И по правилам охоты мы внесли очень много изменений также, да, которые учитывают природно-климатические условия нашей республики. Например, мы добились того, что вот благодаря взаимодействию с федеральным нашим центром Минприроды России, да, добились, чтобы для республики Саха разрешили охоту с 15 сентября на лося. Это традиционный вид охоты, да, местных жителей. Они с собаками охотятся. С 15 сентября обычно все выезжали на охоту. А у нас по правилам охоты Российской Федерации сроки были установлены с 1 октября. Кроме того, вот, на Турбана разрешили охоту только для Республики Саха-Якутия. В других регионах нету такого. Ну, особые условия Якутии учитываются нашими федеральными коллегами. Если вот брать 89 субъектов, то в нашей республике там очень много сносок и этих специальных условий, правила охоты для Республики Саха-Якутия. Это и на андатру охота, это и традиционный вид охоты на зайца с петлями. У нас в республике только разрешена охота на зайца на всей территории и на куропатку, потому что это традиционный вид охоты местного населения, которым мы вот добились внесения изменений в правил охоты Российской Федерации. И такая работа дальше будет продолжаться. И все изменения, да, кстати, по срокам охоты мы вносим после того, как это идет обсуждение на местах. То есть у нас в каждом районе есть советы по охоте, которые вот, вносят свои предложения. А потом при правительстве у нас есть совет по охоте. Мы это все пожелания суммируем и вот выводы делаем. Потом еще и научное обоснование получаем. Действительно надо запретить охоту или сократить сроки охоты. И направляем это все в федеральный центр, чтобы в правилах внесли какие изменения. И в указе главы в части сроков охоты. По срокам охоты у нас изменения последние. Это получается охота с подсадной уткой. У нас по всей территории республики будет начинаться 25 апреля по 10 июня. И таких изменений много. В принципе, работа ведется в этом направлении. Что ж, Руслан Михайлович, спасибо вам за эту крайне полезную информацию и что нашли время и пришли к нам на программу. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.